Андрея Сидякина многие знают как бывшего игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев», где он провел чуть ли не всю свою спортивную жизнь. В качестве игрока республиканского клуба на его счету более 500 игр и около 120 забитых шайб. К сожалению, из-за травмы колена спортсмену пришлось завершить карьеру хоккеиста. Тогда он играл за хоккейный клуб «Амур». В сентябре 2012 года контракт был расторгнут. Всего же за плечами Андрея Сидякина множество различных титулов и наград, среди них победы и призовые места российских, европейских и мировых чемпионатов. С учетом таких заслуг, в апреле 2016 года хоккеисту было присвоено звание «Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан». Познакомиться с выдающейся личностью и перенять ценный опыт в минувшие выходные смогли сибайские ребята, воспитанники хоккейной секции Ледового дворца «Ирандык». Мастер-класс для них был организован проектом «Вперед Сибай» при поддержке депутата Совета городского округа Дениса Назарова. Встреча на льду началась с разминки. Организовали приезд хоккеиста с такой целью, для того, чтобы дети наши, которые занимаются в Ледовом дворце «Ирандык», занимаются хоккеем, смогли увидеть выдающегося спортсмена Республики Башкортостан воочию, познакомиться с ним, для того, чтобы он с ними поделился своим опытом. Мастер-класс проводился отдельно для каждой возрастной группы хоккейного клуба «Горняк». По ходу выполнения упражнений именитый гость помогал детям найти свои слабые стороны и подчеркнуть достоинства. Каждое задание работало на укрепление одной физической характеристики – координации, скорости, маневренности, умения работать в команде. Несмотря на сложность, ребята старались изо всех сил, прилежно выполняя установки тренера. По поводу самых маленьких ребят, там пока еще, наверное, рано говорить, они только первый год занимаются. Приобретаются все навыки в процессе тренировок. А по поводу более старших ребят, на самом деле, я не ожидал, что они достаточно хорошо технически оснащены в этой области. То есть, конечно же, есть над чем работать, но приятно удивился. Дай бог продолжать в том же духе. Площадку Ледового дворца, на которой проходил мастер-класс, кумир многих хоккейных болельщиков оценил на отлично. В завершении встречи каждому спортсмену Андрей Сидякин подарил футболку хоккейного клуба «Салават Юлаев». Такой презент, судя по счастливым глазам детей, всем пришелся по душе. Возможно, кому-то это событие не покажется таким важным, но для юных хоккеистов оно значит многое. Это еще один стимул расти и развиваться в этом виде спорта. После мастер-класса Андрей Сидякин отправился в многофункциональный центр Зауралья, где состоялась встреча с болельщиками. Спортсмен охотно отвечал на все вопросы. А вы бы еще хотели проводить такие мастер-классы? Хотел бы, приглашайте, с удовольствием приеду. За час общения с сибайцами Андрей Сидякин показал себя как человека открытого и дружелюбного. По его словам, игра в хоккей для него продолжалась бы и сегодня, но полученная травма внесла свои коррективы. И теперь забивать шайбы и делать скоростные обходы соперников он будет учить подрастающее поколение. В планах стать тренером хоккейного клуба. А пока спортсмен занят своей семьей, воспитывает и обучает хоккею двоих сыновей, в свободное время по приглашению проводит мастер-классы. После душевной беседы сибайцы смогли взять у гостя автограф и сделать фото на память. У нас сегодня был мастер-класс в Ледовом дворце. Мне понравился. Он показывал упражнения, мы за ним повторяли. Мне понравилось, были интересные упражнения. Мне очень понравилось. Я не ожидала даже, что такие сборы будут. Что в Сибае. Я хочу, чтобы к нам побольше приезжали такие знаменитые люди. Общение с всеизвестным спортсменом для каждого из сибайских хоккеистов оставило неизгладимый след. Все выразили надежду, что это был не последний его приезд в наш небольшой, уютный городок, где очень много фанатов хоккея и спортивного клуба «Салават Юлаев». Данил Алибаев, Радмир Исенголов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.